А вот как на этот выверенный шаг со стороны руководства реагируют сами местные жители, те, кто проживает у границы? В чем для них плюсы раздела территории? И верны ли сведения о том, что часть Датыха передана соседям? На все эти вопросы жителям Чемульги, Аршты, Датыха ответили представители Комитета по экологии и природным ресурсам Ингушетии совместно с главами администраций сел Сунжинского района. Причем лично. Чемульга – первый населенный пункт рядом с прилегающей границей территории. С него и начали объезд лесничьих угодий. Сотрудники Комитета по экологии, работники лесничего хозяйства и глава местной администрации. Все они собрались обсудить соглашение, подписанное главой Республики Ингушетия Юнусбеком Евкуровым и руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым об установлении границ между Чечней и Ингушетией. Собравшиеся уверены в том, что это очень важное событие для нашего народа и в дальнейшем принесет только пользу. Самаш дол духо хайер вала балахили сагатор нохчус камал дор дех камал дор вудерлор са яциг бацер я озер бацер ханза дозу каста чо духа бориш 80% самук далбу вухитриш кезиг бу сухат шана аз маста хажа хажа чаквал лилау از شنوشی دوازو خلوچ دیک مری دوازو каста тхун ханз о сунжен салиснич лахан тауши менят сум пайтхан бицер руководитель подписать Анистия хогда почему решить пиар азвайн закон да и исполнять тогда суягар хунда спорный вопрос кахамдаска уюрт. Рядом с границей расположен еще один населенный пункт Аршты. Местное население – ингуши и чеченцы. Долгое время они живут в мире и согласии друг с другом. Все мы как братья, говорят здешние жители, но и между родными бывает забор. Так что решение вопроса с определением четких границ между нашими республиками было необходим. Теперь, наконец, закончатся постоянные распри на почве земельных отношений. سون ديكر بالق بخيتنا سين خيتر ده أزار هنت حات يل إز يل أج دال برت سبيلون دال بركتي ما تجير ويدلش ويدوس دولش لا تدير سيسر تلفزيون شز هاو قرصن شغلة مديرة ده سنة شغلة مغامسون سقطي بديان ويتسبوسل بجري ده نخشي غلغة أنا استمر سبير سيوقي. Конечно, чеченцы и ингуши всегда были братьями издавна. Между братьями тоже есть какие-то границы, когда они живут рядом. Больше всего, хотя это было очень неприемлемо, я боялась провокации со стороны. Есть же такие люди, которые негативно настроены против этого процесса. Далбухастом это все завершилось. Завершилось причем мирным путем. Как ранее отметил в своем инстаграме глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, этот документ просто закрепил границу между двумя народами, которая фактически была определена еще в августе 1993-го. В ходе достигнутых договоренностей было решено, что между регионами не будет постов и все дороги будут открыты. В связи с этим в селе убрали пограничный пост, ранее установленный Чеченской Республикой. Раньше у нас Аршты, недалеко отсюда находится Бамут. Они были условные границы. Примерно жители нашего села и Бамута знали примерно, где проходит невидимая эта граница. А сегодня это юридически подтвержден, и мы знаем, до какого села, до какого, километра простирается граница сельского поселения Аршты. Также знает и чеченская сторона. Мы этому рады. Спасибо нашим главам, что так мудро решили этот вопрос. В последнее время в сети распространилась информация о якобы переданной территории селения Датых Чеченской Республики. Эту информацию прокомментировал глава местной администрации, назвав такие сведения мифом. Веюрт ялыжи, метиги, соглашение, метик да янян, багадат, юрт ялыжи, шеханыште пар, юрт ялыжи, юрт территории ялыжи. У адуажа хитсани мент эшко адуажа, хитсани хан давай дуазо кастант, дя о ханз нохчи ара, ху вега укора, эрдайры вега ялыж, веер территории ялыж, вега ялыж хан, метиги она хан дал акла хан дуччага, интернет дуччага, веюрт да янят ялыжи, вей алла мокбы, ерт амлиожо, о вега е از آقا ارت آرا وین خیلی ده اوج آقا ما تر دخواهش متیگه است متیگه اوج
Компромиссное решение, достигнутое Юнусбеком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в ходе переговоров в Магасе, предполагает, что процесс определения границы между двумя субъектами не затрагивает населенные пункты Ингушетии, а коснется лишь горно-лесистой части территории муниципальных образований Ингушетии и Чечни. В соответствии с достигнутыми договоренностями главами субъектов эти лесничества будут поделены уже в соответствии с договором рекой Фортанга. Вот все, что мы видим на этой стороне, это около 7200 гектаров лесного фонда. Они должны уже перейти на баланс лесничества Республики Ингушетия. В дальнейшем уже будем ориентироваться именно по этой границе и по производству лесных работ, и по развитию лесного хозяйства. Подписанное соглашение, определяющее юридически оформленную границу, ляжет в основу дальнейшего развития, будет способствовать экономической интеграции двух республик и станет новым шагом на пути укрепления дружбы и единства между нашими народами. Михаил Тангиев, Султан Булгучев, Новости 24.